Время доброе. Сегодня на свидании была Каилана. Одна. Удалось, состоялось. Саша о Невзорове знает. Ему передали вчера еще. Передала адвокат Ольга Михайловна. Но сегодня он еще раз, конечно, выслушал. Он рад. Он был в той белой футболке символом отряда, который ему сделали сторонницы в Якутске. У него их две, он надевает их вот на такие, скажем, торжественные моменты. Он не ожидал увидеть Каилану, не ожидал, так сказать. Даже сначала удивился, но обрадовался, конечно, очень сильно. Вот. Разговор шел 1,5 часа. Разговор шел, вот если вы помните фильм «Близнецы», как там свидания проходят в Америке, то есть стекло и телефонные трубки такого старого образца с таким вот хвостом. Вот так же точно 5 кабинок проходит свидание в Якутске. Все 5 кабинок были заняты, и разговор шел по трубкам. Но, как говорит Каилана, главное видеть можно, видеть и слышать голос, и вот это вот, ну, почти, но она сказала, ну, конечно, обниматься там ничего, ничего этого нельзя, вот, но видеть. Саша выглядел, по ее словам, нормально, лекарства ему дают, уколы тоже ставят раз в день. Ну, выглядит он нормально. Это подтвердила и адвокат теперь Ольга Михайловна, что да, выглядит он нормально. В среду будет банный день. Ну, он уже живет такой жизнью тюрьмы. Банный день – это тоже как маленький праздник. Сосед по-прежнему, он в камере на двоих. Сосед нормальный. Чем интересовался Саша? Он расспрашивал о Деде Морозе и его походе. Из какого города, когда. Он интересуется. Интересуется очень. Это для него важно. И я это понимаю. И это понимают все. Все, кто следит за историей, за судьбой Александра Габышева. Они понимают, что этот поход для него важен. Он интересовался и до какого города дошел Андрей Волк. Он тоже этим интересуется. Спрашивал он и о Вороне. Каилана рассказала что-то о Вороне. Вот чем интересовался Саша. Ну и, конечно же, там уже чисто такими домашними, скажем, городскими делами. Что там, как, что. Ну, это уже личное, это внутреннее, скажем так. Вот. Суд по рассмотрению апелляции должен был состояться 10 или 11, но по просьбе адвокатов перенесен на 20 августа. Вариантов 2. Или его отправляют, исполнение решения суда, отправляют в психиатрическую тюрьму, или выпускают. Если отправляют, адвокаты хотят добиться, чтобы его оставили в пределах Якутии. На лечение, так сказать, так называемое лечение в пределах Якутии. Ну, а если отменяет решение суда, 20 числа я должен быть на дороге между Нижним Новгородом и Москвой, конкретно Владимиром. Если я узнаю на дороге, что решение суда отменено и он свободен, у меня на дороге будет великий праздник. Я найду, как отпраздновать на дороге. Кружкой чая и большим куском хлеба с дошираком. Но я отпраздную. Но и не только я, сами понимаете.
Если же отправляют его в психиатрическую тюрьму, это не праздник, это укрепит и даст силы бороться за его спасение. Еще много таких, скажем, более мелких таких новостей. Ну вот это главное. А то, как уж это свидания добиваются и так далее, и так далее. Ну это уже ладно, оставим это. Это не просто добиться свидания, но Каилана смогла. Спасибо ей огромное. И еще одна новость. Возможно, у Саши будет паспорт, восстановили паспорт ему. И у Саши будет свой счет в тюрьме. Это тоже важно. Это дает, как вы знаете, это дает некую самостоятельность и некие все-таки возможности, личные возможности. Ну, честно говоря, не счет главное, не это. Главное – свобода. Свобода Александра Габыша. Вот это главное. Конечно, свобода и других политзаключенных, и многое другое, но если говорить о судьбе Саши, а мы сейчас говорим о судьбе Саши, главное – это свобода Александра Габышева. Ради этой свободы много делают. Там сторонники, и я бы хотел делать как можно больше. И, честно говоря, многие в Якутии, многие представители народа Саха, которые уже восклицают в социальных сетях: отпустите Александра Габыша, отпустите шамана, иначе Якутия горит, все сгорит, так сказать, природа уже, так сказать, природа восстала против этого решения российских судов и властей. Природа восстала. Но это немного другая тема. За Александра Габышева, за его свободу,